выдвинулись в путь дорогу. 11 мая, деревня Лаклы, Башкортостан. Направляемся в сторону Волгограда. Приехали мы в деревню Лаклы накануне вечером из Челябинска. Переночевали и в 6 утра покатили в Дагестан. Если вы знакомы с этим прекрасным, всепереполняющим чувством в самом начале путешествия, то, наверное, поймете наше состояние в то утро. Чувство весны, чувство свободы и бесконечно огромный интерес ко всему, что происходит во время дороги. Конечно, в первый день пути ничего сверхинтересного не происходило. Яркое солнце сменялось тучами и мелким дождем, ливень вновь уступал солнцу, за штилем следовал сильный ветер и наоборот. За окнами нашей верной Гранты пробегали машины и мелькали деревни, пробуждающиеся от зимнего сна деревья и оголенные весенней оттепелью поля. Мы проехали порядка 1000 километров и ночевали недалеко от Волгограда, поставив машину на обочине под деревьями. Ночью был сильный дождь, барабанной дробью напевавший путешественникам нежную колыбельную. Вот такая у нас импровизированная кухонка в машине. А вот здесь вот у нас есть ангел-хранитель, собачка. Мы остановились тут переночевать. Здесь вот стоит часовня. Вот в таком месте. Проснулись. Здесь у нас спаленка. Здесь у нас теперь кухонька. Итак, где мы? Мы прибыли на Мамаев курган. А там он будет, эти такие маленькие. Как от дуба, да? Да, как от дуба. Ага. Прекрасный этот. Вон, вот они, только они маленькие. Ага. Интересно так. Да. Я не видела такого дерева еще, кстати. Ну, я спрашивала у озерника, он говорит, клёный дуб. Клёна дуб. Да. Тут дубов вообще много. Ой, сейчас только чего не делают. Моңарчы Волгоградны узып барышлый поезд тәрәзәсеннән генә күргән бар иде. Бу чакны кирип, матурлыгы, зурлыгына хызырланырга, Мамаев курганны барып күрергә вакыт булды. Уралда агачлар бөреләнә генә башлаган булса, монда инде чын яз патшалыгы иде. Тирә-юнь ямь-яшел, чәчәкләр хушый тарата, зәңгәр күктән кояш елмая. Рәхәт, бәхет. Я не знаю, что это такое. Если бы я знала, что это такое, но я не знаю, что это такое. Безнең илдә Мамаев курган турында ишетмәгән кеше юктыр. Волгоградның Үзәк районында Иделнең уң ярында урнашкан мемориаль урын. 1942-43 елларда Сталинград өчен каты сугышта һәлак булган 35 меңнән артык солдат ята анда. Волгоградта 3 сәгатькә якын йөргәннән соң Калмыкияга юл алдык. Без килеп җиткәндә Илиста байып барган кояшның соңгы нурлары кочагында иде. Калмыкия, Элиста. Город Элиста. Пагода 7 дней. Пагода 7 дней находится в таком вот парке.
и прогуляться. Сережа. Какая красота. Ну, во-первых, это красиво. Каштановое дерево. Это вот такая площадь. Сережа идет. И такая погода. Элиста! Калмыкия! Самаринчен горовнай толага аданю саяялай баралай Эңгер вакыты кыска. Шуңа күрә без дә монда озак булмадык. Үзәктә урнашкан 7 көн пагодасы янында бер күпме йөрдек тә якын тирәдә чишмә эзләп киттек. Короче, мега вообще быстро течет. Решили набрать воду, называется. Потому что вода у нас заканчивается. Ждем, короче, когда она... Почему-то в ближайших местах нет родников. Только минеральная вода через сколько там? 300 километров? Доброе утро! Вот в таком месте мы сегодня переночевали, решили позавтракать. Это у нас Ставропольский край. Сошли с дороги, просто на парковку. Переночевали. И сейчас чай попьем и поедем в сторону минеральных вод. Точнее, прямо в сами минеральные воды. И в Ессентуки. Это у нас Эльбрус. Та-дам! А какая еще может быть гора такая высота? Там мы находимся в парке в Ессентуках. Гуляем. Ключи у меня. Тебе? Угу. Такие цветочки. Мам, цветочки для тебя. Прикиньте, этот бювет был построен в 1910 году. Больше 100 лет уже. Такой парк красивый здесь. Слышите, как поют птички?
Козырное место ты выбрал, конечно. Такая лежащая. Там еще одна. Дальше. Ага. Машина едет. Все, смотри. Смотри, какие ушки, да? Вот, полезла. Короче, купили мы у бабушки клубнику. Ой, или это земляника? Клубника? 150 рублей. Вкусно? От Буденновска до Ессентуков мы доехали быстро, но приехали в аккурат к тому времени, когда бювет закрывается на перерыв на 2 часа. У нас оставалось 10 минут, чтобы найти эту скважину и попробовать знаменитой минеральной воды из скважины номер 17. Каково было наше удивление, когда из крана потекла сразу газированная вода, и она казалась в 100 раз вкуснее, нежели бутилированная в магазинных прилавках. Потом нам захотелось попробовать нарзан, и мы поехали в соседний город Кисловодск. Мечеть Кисловодских. Что-то у нас бежит. Я что-то перепила, походу, из сундуков. Или нарзану выпила один глоточек. И все, и меня трясет. Прям руки трясутся. Здесь вот столовка, которая должна сейчас открыться, никогда не открывается до сих пор. А здесь мы вытекли. Короче, мы куда-то забрели в Кисловодске. Такие улицы прикольные. Маленькие ушки. Поверните налево, затем поверните налево. С Новым годом-то? Короче, у нас у машины не крутится вентилятор. Мы приехали в какие-то сервисы, СТО. Машина вон стоит. Этот открыт. И там какая-то хрень. Температура поднимается, вентилятор не крутится, что-то там не работает, короче. Сережа пошел. Что там было? Орлей перегорел. Ой, вынеси на солнышко, это не видно. Ничего себе. Это тутошняя жара так действует, наверное? Наверное, все жары. Починили? Довольны? Короче, купили мы клубнику. 1,5 килограмма. Помыть надо?
300 рублей, прикиньте, 300! Получается, мы приехали в минеральные воды, чтобы попробовать водички на полчаса, а провели там весь день. И это не было нарушением какого-то строгого плана, все шло как надо. Я благодарила Вселенную за то, что машина у нас сломалась не в дороге, не в поле, не в горах где-нибудь, а в городе, где мы ее смогли наладить, купив необходимые детали. Забегая вперед, скажу, что дней через 7 у нас на ночь глядя перегорят обе фары сразу, и мы останемся ночевать, где остановились. А утром обнаружим, что находимся у ворот автосервиса, где купим лампочки. Все наше путешествие великий дух дорог нам будет благоволить и защищать нас от неправильных и поспешных решений. Ну, а сегодня мы заедем в Ингушетию и остановимся на ночлег практически на границе с Чечней, на Маковом поле, где, кажется, будет неспокойно и ужас как волнительно из-за того, что к нам будут постоянно подходить местные жители и спрашивать, почему мы здесь ночуем. Но узнав, что мы путники, будут предлагать нам кофе, чай, приглашать переночевать у них дома, пожелать нам доброго пути и спокойной ночи. Доброе утро. Растут маки. Сегодня заночевали в Ингушетии, около какого-то здания, около какого-то ангара. К нам за ночь подошли 2 раза, спрашивали, чем мы здесь ночуем. Сейчас сидим, нам чай пьем, время 5 утра, поедем в Чечню, в Грозный. Это Грозный. Центр Грозного. Look around yourself, can't you see this wonder spread in front of you? The clouds floating by, the sky so clear and blue, planets in their orbits, the moon and the sun, such perfect harmony. Let's start questioning ourselves, isn't this proof enough for us? Грозный безне иртәнге 6-да кабул итте. Таңгы кояш нурларында иркәләнгән Чечня йөрәге исемле мәчет һәм аның тирәли төзелгән мәһабәт биналар аеруча матурдыр бу вакытта. Хозур һәм серле. Тыңгысыз сәяхәтчеләрдән башка тирә-юньдә бер җан иясе дә булмау бүгенге көн башын тагы да камилләштерә төсле. Грозный шундый булып истә калачак. Аяз, якты, ягымлы, тыныч. Просто гуляем по Чечне. По Чечне просто гуляем. Ой, поэтому по Грозному. Через 1,5 часа прогулок на навигаторе набрали поселок Дубки и направились в Дагестан. Нашей целью был знаменитый Сулакский каньон, а самая обширная смотровая площадка находится как раз в Дубках. Туда и поехали. Take me to the mountain and wash me in the riverside.
such a perfect place to Сразу, когда ехали до каньона, нас приветливо встретили местные и предложили покататься на катере по реке Сулак. Ложили катера по Сулакскому каньону. Мы поедем с Расулом. and the rivers all subside. Ах, Дагестан! Страна прекрасных гор, страна ветров, озер великих. Так удивительно широк ее простор, приветливы людские лики. Кто побывал один лишь только раз, увидев красоту земную, оставит память в сердце тот Кавказ, который манит, радует, чарует. Первый день в Дагестане, а мы уже по уши влюбились в эти величественные горы, бескрайние просторы, бирюзовые реки. Кстати, пока мы катались по реке, нам сказали, что то, что мы сейчас видим, это еще не горы, это всего лишь пригорье. Мозг ошарашенно пытался нарисовать картину высот настоящих гор, которые нам только предстоит увидеть. Неужели они до неба? Забегая вперед, скажу, что через пару дней мы будем выше неба, будем с вершины горы наблюдать течение облаков внизу под ногами. And you're in the by and by without a night. Oh, oh, Мы нашли место с красивейшими видами на закат и остались ночевать здесь, прямо на Сулакском каньоне. К нам подъехала машина с татарстанскими номерами, мы познакомились, быстро нашли общий язык и даже общих знакомых. Вместе проводили солнце и легли спать.